Доброе утро, Якутия! Начинаем вместе новую неделю, последнюю полную неделю этого месяца. На календаре 19 декабря, понедельник, и всю эту неделю смотрите «Утро Якутии» вместе со мной, и Павел Танин обязательно присоединится к нам. Ну а теперь давайте узнаем, что же ждет нас сегодня. Сегодня в мире отмечается День помощи бедным. О том, какая работа ведется в этом направлении в нашем регионе, поговорим с нашей гостьей. Это уполномоченный по правам человека Сардана Михайловна Гурьева ожидается в нашей студии. Какие еще сегодня даты отмечают, узнаем в нашей рубрике «Даты и события». Также расскажем о том, где собираются встречать Новый год жители нашей страны. Жители Курской области в этом году не увидят новогодний фейерверк без красочного салюта. Могут остаться также и жители одного из районов нашей республики. Расскажем сегодня, какой это район. Продолжая тему Нового года, сегодня в нашей традиционной рубрике «Советы юриста» поговорим о том, как составлять договор и на что обращать внимание при планировании и организации новогоднего корпоратива, чтобы не омрачить свое предпраздничное настроение. Узнаем, сколько стаканов воды в день рекомендуется пить людям. Ученые провели небольшой эксперимент, и результаты их удивили. Также расскажем, как укрепить свою память в старости. Ну а завершим наш эфир информацией о фестивале «Наше наследие». Ждем организаторов этого мероприятия. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который вы видите на своих экранах. Можете отсканировать QR-код и автоматически окажетесь в нашей группе, на которую нужно будет подписаться. Кстати, на этой неделе вас ждет несколько розыгрышей, замечательные пригласительные на шикарные представления, которые ожидаются в эти дни в Государственном цирке города Якутска. Ну а за окном мы уже привыкли видеть холода и туманы, но если выехать за город, в дневное время можно насладиться лучами солнца, ну а в вечернее время можно увидеть красивые звезды. Особенно это зрелище красиво в зимнее время, согласитесь. Ну а что же нам советуют эти самые звезды на этой неделе, узнаем в астрологическом прогнозе. Овны. В начале недели звезды советуют овнам быть осмотрительнее в общении с окружающими людьми. Не следует обсуждать свою личную жизнь и предстоящие планы со случайными знакомыми. Каждое сказанное слово может быть использовано против вас, что негативно отразится на вашей репутации. В конце недели не исключена помощь и поддержка со стороны влиятельного покровителя. Это хорошее время для духовных практик медитации. Тельцы. В начале недели тельцы могут быть озабочены решением материальных проблем. Возможно, ваш бюджет окажется недостаточным для предновогодних покупок, которые вы планировали сделать. Однако в середине недели эта проблема благополучно разрешится. В конце недели друзья могут пригласить вас на вечеринку, где вы прекрасно проведете время. Близнецы. В начале недели близнецам, состоящим в браке, лучше не вступать в споры с партнером. Попытка выяснить отношения и прояснить для себя какие-то вопросы может привести к конфликтам. В середине недели многие волнующие вас вопросы разрешатся сами собой, легко и гармонично. В конце недели ваше финансовое положение, скорее всего, улучшится. Раки. В начале недели могут оказаться в ситуации ограничений. Например, ухудшится здоровье и придется соблюдать постельный режим. Или же вы можете быть связаны обязательствами перед другими людьми, поэтому не удастся поступить так, как хотелось бы. Между тем, в середине недели, преодолев все испытания, вы сможете добиться поставленных целей. Львы. У львов в начале этой недели, возможно, ухудшатся отношения с друзьями и любимым человеком. Причина может быть самой банальной. Например, все обидятся на то, что вы уделяете им мало внимания. В середине недели этот вопрос прояснится сам собой. Это хорошее время для посещения клубов, дискотек и вечеринок. Если у вас есть дети, то они могут порадовать вас своими успехами в учебе.
Девы. Девам в начале недели может быть некомфортно в семье. Это особенно относится к тем, кто живет вместе с родителями или дедушками и бабушками на одной жилплощади. В середине недели все противоречия в семейной жизни будут благополучно урегулированы. Наступит время радости, спокойствия и гармонии. Конец недели – идеальное время для романтических и партнерских отношений. Весы. У весов начало недели складывается довольно суетно. Друзья, знакомые или родственники могут втянуть вас в круговорот своих дел, из-за чего будет некогда остановиться и подумать о себе, своих делах и потребностях. В это время лучше воздержаться от новых знакомств. В конце недели звезды советуют заняться обустройством и перепланировкой своего жилья. Скорпионы. Скорпионам в начале этой недели, скорее всего, придется заниматься решением материальных вопросов. Накануне новогодних праздников предстоит сделать много покупок, поэтому денежный вопрос может вас слегка нервировать. Однако уже в середине недели финансовые проблемы удастся благополучно разрешить. В конце недели вас могут пригласить в увлекательную поездку. Семейным скорпионам рекомендуется сводить своего ребенка в кукольный театр или в цирк. Стрельцы. У стрельцов в начале недели могут ухудшиться супружеские отношения, а в середине недели может усилиться желание поменять свой имидж, поэтому среду и четверг стоит провести в салоне красоты и в модных магазинах. В конце недели самое время купить что-нибудь для украшения своего дома, например, новогодние украшения и елку. Козероги. Козерогам в начале недели звезды настоятельно советуют позаботиться о своем здоровье. Сейчас усиливается вероятность простудных заболеваний и вирусных инфекций. Также могут напомнить о себе некоторые хронические заболевания. Желательно соблюдать все необходимые в таких случаях меры профилактики. В середине недели найдите время для того, чтобы быть в одиночестве. Водолеи. Водолеям в начале этой недели звезды не советуют посещать развлекательные заведения. В это время вы будете плохо себя контролировать и можете попасть в неприятную ситуацию. В середине недели вас могут пригласить на дружескую вечеринку или же на корпоративную встречу. Соглашайтесь, скорее всего, вы весело проведете время и получите много новых приятных впечатлений. Рыбы. Рыбам в начале этой недели советуют не загружать себя сверх меры делами и заботами. Правильно оцените свои силы и возможности. Возможно, накануне новогодних праздников вы поставите перед собой недостижимую цель, но даже на исходе сил будете попытаться ее достигнуть. Лучше не доводите все до фанатизма. В середине недели внешние обстоятельства будут способствовать исполнению ваших желаний. Возможно, вам предложат повышение в должности и прибавят к зарплату. Если вы загадаете желания на этой неделе, то некоторые из них могут исполниться уже в эти выходные. Это был гороскоп, и теперь можно смело распланировать свой день и предстоящую неделю, ведь порой звезды действительно направляют нас на что-то. Ну а если вы не знаете, чем себя сегодня занять и какой праздник отметить, то мы вам подскажем. Сегодня в США отмечают День карамели, День овсяных маффинов и День эмо. Помните, что есть такое направление, а также День поиска вечной зеленой елки. Поэтому почему бы и не отправиться сегодня за зеленой красавицей к предстоящим праздникам. Ну а какие даты отмечаются в нашей стране, узнаем в нашей рубрике. На календаре 19 декабря. Сегодня день военной контрразведки. День снабженца в России, Международный день помощи бедным. Также сегодня отмечают день рождения линолеума. По народному календарю в этот день православная церковь чтет память одного из самых почитаемых на Руси святых – Николая Угодника, или, как его еще называют, чудотворца. По народным приметам на Николу никому нельзя было грустить. Считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Народные приметы в этот день гласили: какой день на Николу зимнего, такой и на Николу вешнего. Иней на Николу к урожаю. Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет. Родившиеся 19 декабря отмечены судьбой. Они способны преодолеть любые трудности. Носить им следует лазурит или родонит. События, которые в этот день произошли. В 1866 году Федор Тютчев написал свое стихотворение «Умом Россию не понять».
1901 год состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий. 1943 год. Основано Калининское Суворовское военное училище. В 1948 году ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В этот день возвратился экипаж космического корабля «Аполлон-17». Он приводнился в Тихом океане 19 декабря 1972 года. В 1987 году Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе. 2012 год. Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом Кореи. В алжирском городе Айн-Сефра 19 декабря 2016 года впервые за 37 лет выпал снег. В 2017 году Россия и Абхазия подписали соглашение о взаимном признании образования. 19 декабря в 2018 году был открыт скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, задуманный как альтернатива наземному виду транспорта. В этот день родились: 1788 год родился князь Сергей Волконский, русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Альберт Майкельсон родился также в этот день в 1852 году. Американский физик, измеривший скорость света, лауреат Нобелевской премии. В этот день свой день рождения отмечал Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель Советского Союза в период с 1964 по 1982 годы. Родился он в 1906 году. Эдит Пиаф родилась в 1915, французская певица, шансонье. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами, после чего обязательно продолжим. Вы смотрите новости. Доброе утро. Правительство России выделит в 2023 году 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Эти средства позволят до конца следующего года привести в нормативное состояние 961 почтовое отделение, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием, говорится в сообщении. Также отмечается, что при необходимости могут быть построены и быстро возводимые здания. Главная цель – сделать почтовые отделения многофункциональными, современными и удобными. В Якутск из зоны проведения специальной военной операции вернулся боец добровольческого отряда. Решение пойти на службу было уверенное. Собрав команду из бывших сотрудников полиции, отправился Александр. Он отслужил 3 месяца. Вера в семью и в народ придала бойцу сил во время службы. Александр отметил, якутским бойцам оказывалась большая поддержка со стороны правительства республики. Участника специальной военной операции встретили родные, министр строительства республики и воспитанники Якутской кадетской школы. Мы, то есть, с ребятами собрались, мы все бывшие сотрудники милиции. Опыт есть, поэтому мы собрались с группой и поехали делать спецоперацию, участие. Мы не жалеем об этом, это правильно делать. Это любой, наверное, здравый, смыслящий мужчина то же самое совершит, что мы совершаем. Спасибо большое за гуманитарную помощь, за все это. Она была вовремя предоставлена и нам помогала, конечно. Спасибо большое еще раз.
В Алмаз-Дортрансе утвердили программу замены транзитного транспорта и прицепного состава. Программа техперевооружения рассчитана до 2027 года. В Алмаз-Дортранс закупят 227 единиц транзитного транспорта и 455 прицепов. Технику обновляют по завершении полезного срока использования – 7 лет. Сейчас идет процесс согласования программы замены почасового транспорта. После ее утверждения Алмаз-Дортранс закупит автобусы, легковой и грузовой транспорт и спецтехнику. Частично согласовали опережающую закупку сидельных тягачей. В марте месяце они у нас подходят по автозимнику Усть-Кут. Также у нас согласовано приобретение 40 прицепов под перевозку нефти. Прицепы будут у нас утеплены. То есть то, что нам как раз поможет не использовать пароподогрев, то есть не нести дополнительные затраты при перевозке. Глава Якутии Айсен Николаев провел в Ленске совещание по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. Глава Минпромгеологии Республики Максим Терещенко предложил выделить детализированные квоты на целевое обучение по востребованным специальностям промышленности. Как сообщил министр, потребность в отраслевых специалистах в ближайшие годы превысит 1000 человек. Подводя итоги совещания, Айсен Николаев дал поручение правительству республики и главам муниципальных образований по конкретным направлениям подготовки кадров. Обращаясь к представителям промышленных компаний нефтегазового сектора, он рекомендовал уделять больше внимания профориентационной работе в школах и открывать фирменные классы. Студенты Уральского государственного горного университета теперь знают о технологических процессах социальной и молодежной политики Алроса. В ВУЗе прошел день открытых дверей алмазной компании. В Екатеринбург приехала команда Алроса и рассказала обо всем подробно, в том числе о производстве стипендий и практики, которые могут проходить студенты СУЗов и вузов. Для студентов организовали работу интерактивных площадок. За выполнение разных заданий давали отметки. Самым активным вручили призы от алмазодобывающей компании. Это не первое мероприятие, которое мы проводим подобного масштаба. И основная цель этих мероприятий – найти тех звездочек студентов, которые захотят приехать к нам и построить свою успешную карьеру именно в компании «Алроса». Ну и, естественно, мы таким образом популяризируем наш бренд, рассказываем про основные преимущества работы в компании «Алроса». Как уже было сказано, 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным. Отмечая сегодня этот день, мы в нашей студии сегодня пригласили Сардану Михайловну Гурьеву, уполномоченного по правам человека нашей республики. Сардана Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Именно вот под вашим руководством, да, в столице региона проводятся рейдовые мероприятия, да, по социально неблагополучным семьям. Вы помогаете пожилым. Ежегодно также проводится акция «Путь к дому», которая на слуху у большинства горожан. Да. Какую еще помощь для каких слоев населения вы оказываете? Ну и как можно к вам обратиться? Действительно, у нас в республике проводится широкая социальная политика, в центре которой стоит человек. И в этой связи, конечно, правозащитный орган республики. В этом году мы отметили 20-летие с даты принятия закона об уполномоченном по правам человека. Тоже реализуем социально-благотворительные акции, которые направлены на поддержку именно самых социально незащищенных слоев населения. И в этом смысле вы действительно правильно отметили, что мы ежегодно проводим акции, которые направлены на поддержку пожилых. Это на уровне Российской Федерации проводится акция «Правовой марафон». И здесь мы тоже берем охват наших пожилых граждан, которые проживают в домах-интернатах престарелых инвалидов. Возникают самые разные вопросы, начиная и от вопросов, которые волнуют по мерам социальной поддержки, по вопросам, допустим, установления инвалидности или изменения, допустим, инвалидности по группам. Это и возникают вопросы, которые связаны и с наследством, имущественного характера, ну и так далее. То есть, насколько у нас наши пожилые граждане, они активны и, конечно, также часто обращаются
за разъяснениями и консультациями в аппарат уполномоченного по правам человека. Кроме того, конечно, как и по всей республике, сегодня общество поддерживает семейные традиции, поэтому многодетность это действительно является нашим достоянием республики. Поэтому, конечно, мы также уделяем повседневное свое внимание защите прав многодетных семей. Тут тоже возникают разного рода вопросы. Это начиная и жилья, бесспорно, потому что у нас вообще вот за 20 лет деятельности правозащитного органа в республике заявления, которые связаны с защитой жилищных прав, они традиционно стоят у нас на первом месте. И также, конечно, вот последние годы реализуется такой пилотный механизм по линии Министерства труда и социального развития. Я вхожу в состав коллегии этого министерства, который связан именно оказанием адресной помощи с точки зрения сопровождения семьи, которая находится в трудной жизненной ситуации. То есть не разовая помощь, а постоянное ведение этой семьи. И на сегодня важным, конечно, является раннее выявление семей, которые оказались или в социально опасном положении, или в трудной жизненной ситуации. И мы видим, насколько тоже есть запросы гражданского общества с точки зрения оказания адресной помощи лицам, которые оказались в силу разных причин на улице. Вот, и поступают к нам звонки, и сами граждане обращаются по адресу город Якутск, улица Курашова, 24, где мы размещаемся в общественном центре. Хотелось бы напомнить номер телефона горячей линии 507-363, по которому любой может обратиться по поводу содействия восстановлению нарушенных прав. И надо сказать, что 2018 года мы совместно с коллегами, а у нас более 30 социальных партнеров, это МВД по Республике Саха-Якутия, это и Главное управление МЧС по республике, это Управление Федеральной службы исполнения наказаний, Министерство труда, социального развития, Министерство здравоохранения, все подведомственные учреждения, фтизиатрия, Центр СПИД, наркология, психдиспансер и так далее, и так далее. Это и, безусловно, отделение социальной адаптации ТИРЭХ, это наши социально ориентированные некоммерческие организации, это линия жизни, Алмаз и другие, потому что сейчас есть запрос на создание таких общественных организаций в улусах районах республики. Мы за эти годы постарались помочь тем гражданам, которые к нам обратились. Это примерно около 800 человек. Вот мы видим, что, к сожалению, в городе Якутске идет скопление представителей всех улусов республики. Поэтому в этой связи, конечно, я также обращаюсь к главам муниципальных образований, чтобы активизировали работу землячества. Землячество очень активно в городе Якутске, но именно в направлении помощи, адресной помощи людям, которым действительно она нужна, и те, которые, самое главное, желают вернуться к нормальной жизни, потому что, естественно, здесь никакого принуждения быть не может, но методом убеждения, опять же, налаживания социальных связей, родственных связей, содействия в трудоустройстве. И у нас таких примеров тоже, надо сказать, немало. Были у нас одного из районов молодые женщины, которые оказались в силу разных жизненных обстоятельств в городе Якутске. И практически они уже, как говорится, были в таком очень тяжелом состоянии. И мы помогли вернуться в родные семьи, матерям, и живут сейчас благополучно. Поэтому, конечно, мы все-таки на сегодня констатируем, что в центре внимания социальной политики на территории республики у нас является человек. Сардана Михайловна, ну вот ранее я уже говорила про акцию «Путь к дому», да, насколько вот акция сегодня, вот последние годы, она работает активно, насколько сегодня не теряет свою актуальность? Актуальность, она очевидна, и, как я уже отметила, продолжают поступать в наш адрес звонки, устные обращения. Мы мониторим постоянно социальные сети. Обязательно источником для нас является средства массовой информации. Здесь бы, конечно, хотелось отметить наших
журналистов, неравнодушных людей, которые ставят данные вопросы о том, что сегодня, конечно, важно, на наш взгляд, вот мы все, как я сказала, уже практически более 30 структур, у нас огромное количество наших даже государственных, муниципальных служащих и просто неравнодушных граждан принимают участие, не только, скажем, те люди, которые по компетенции обязаны, допустим, заниматься здоровьем, а все общество помогает. И в этом смысле, конечно, мы видим, что было бы полезным разработка инструмента, правового инструмента, а именно разработка и принятие законопроекта, который был бы направлен на профилактику бродяжничества, попрошайничества. И, конечно, есть определенный тоже запрос на сегодня по реабилитации и ресоциализации лиц, которые отбыли наказание в местах лишения свободы. Светлана Михайловна, ну и в завершение нашего разговора, да, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Может быть, какой-то ряд мероприятий запланирован также в этот день? Мы планируем в эти дни провести тоже социально-благотворительную акцию, которая связана с оказанием помощи пожилым. Поэтому, конечно, на сегодня вот чувство взаимной ответственности, выручки, товарищества, все равно эти вопросы милосердия, они на сегодня актуальны. И, конечно, мне бы хотелось подчеркнуть о том, что общество сейчас в духовном плане мобилизовывается. Мы все на сегодня стоим на страже защиты интересов нашей Родины. И в этом смысле, конечно, в эти дни вот проводится активная работа городской администрации города Якутска, встреча с семьями, которые частично мобилизованы на сегодня. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, чтобы мы не проходили мимо беды и всегда были готовы протянуть руку помощи и были милосердны. Спасибо вам большое, Светлана Михайловна. Отличного вам дня. Спасибо за вашу работу. До встречи Спасибо в следующих большое. эфирах. Ну а мы продолжаем. Новый год, долгожданный праздник не за горами, и уже все, наверное, планируют, как его встретить, а кто-то уже решил. Так, страховой дом ВСК провел опрос и выяснил, как россияне планируют встречать праздник. Так, большинство из них будут провожать 2022 традиционно дома с семьей за разнообразными праздничными явствами и под просмотр «Иронии судьбы». Более 77% россиян будут встречать Новый год дома в кругу семьи и друзей. 11% поедут за город, и только 4% планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать этот праздник. Новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент. 37% россиян будут смотреть «Иронию судьбы» и другие полюбившиеся новогодние фильмы. В целом 2022 у большинства опрошенных не собираются отвлекаться на телевизор. 33% включат его только чтобы посмотреть обращение президента. 20% составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах, а почти 10% вообще не будут что-либо смотреть. 44% россиян традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же опрошенных, 43%, приготовят только оливье и пару закусок. 8% респондентов вообще не собираются стоять у плиты, вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов. А как и где будете отмечать новый 2023 год вы? Можете написать в наш телеграм-канал «Утро Якутии». А вот власти Курской области и вовсе решили запретить продажу и запуск фейерверков с 12 декабря до конца января. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт, пишет «Коммерсант». По его словам, принято решение из-за необходимости обеспечить безопасность жителей приграничной области. Запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря до конца января. Связано это с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян.
Напомнил Старовой также, что в регионе действует желтый уровень террористической угрозы. А без фейерверка могут остаться и жители Верхоянского улуса. Им исполняющий обязанности главы района порекомендовал в этот Новый год отказаться от фейерверков. Согласно распоряжению исполняющего обязанности главы района, в связи с частичной мобилизацией на территории Верхояни отменены все новогодние корпоративные мероприятия. В частности, рекомендовано отказаться от фейерверков и салютов в ночь с 31 декабря на 1 января, говорится в официальном телеграм-канале района. Ну а уже пора задуматься, где отмечать предстоящий Новый год вместе с коллегами и друзьями, а возможно и с семьей. Хотя проводить большие корпоративы запретили, но мы думаем, что все равно найдутся такие, кто собираются в узком кругу. Ну а если вы еще не определились, где вы будете встречать, то уже пора задуматься об этом. И прежде чем что-либо подписать, нужно внимательно прочитать условия договора. Такие рекомендации нам дает наш юрист Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие телезрители! С наступающим, уже можно сказать, Новым годом! И сегодня у нас очень актуальная декабрьская тема – новогодний корпоратив. Как правильно заключить договор? Итак, сначала определяем предмет договора. То есть мы можем заключить договор с чем? С рестораном, а можем с развлекательным комплексом. И набор услуг у нас будет различный. Нужно, чтобы все эти услуги вошли в предмет договора. То есть, например, мы пишем, что исполнитель обязуется, что накрыть нам стол, предоставить нам оборудование, предоставить нам зал, обеспечить нас диджеем, который будет сопровождать наш корпоратив, или, возможно, еще какие-то дополнительные услуги, например, там, не знаю, игровой зал нам предоставить там время для бильярда и тому подобное. То есть все это подробно расписывается в предмете договора, что же исполнитель должен нам сделать. Идем дальше. Помимо того, что все услуги должны быть обозначены в предмете, нужно, чтобы они также прозвучали у нас в стоимости. То есть сколько стоит аренда, сколько у нас стоит меню, сколько стоит аренда, допустим, игрового зала, сколько услуги диджея. Почему? Потому что в последующем мы сможем отследить, корректна ли стоимость. Если мы от какой-то услуги откажемся, мы сможем ее исключить из стоимости. Если мы, допустим, видим, что час аренды игрового зала стоит там 500 рублей, в последующем, если мы желаем пролонгировать, может быть, корпоратив пойдет очень весело, и вот именно игровой зал будет пользоваться популярностью, мы обратимся, что вот у нас по договору была установлена при заключении определенная стоимость, и сможем, исходя из нее, доплатить. Идем далее. Что нужно обязательно посмотреть? Зачастую корпоративы проходят с участием организатора, то есть какая-то часть меню предоставляется непосредственно заказчикам. Какие-то продукты завозятся, какие-то спиртные напитки, не только спиртные напитки, да, просто фрукты. Да. То есть это все должно быть подробно прописано в договоре, чтобы в последующем вам не отказали. То есть в договоре пишут, что заказчик имеет право предоставить кухне для приготовления и нарезки определенное количество продуктов. Да, и за какое время вы должны их предоставить, чтобы не было такого «ах, а мы не успеем нарезать». Поэтому заранее, чтобы все было прописано, сказали за 8 часов, значит за 8. Сказали, что нужно предоставить за сутки, значит за сутки. То есть все четко, конкретно, чтобы в суете перед Новым годом все прошло хорошо и кухня вам не отказала в принятии ваших продуктов. На что стоит обратить внимание? К сожалению, бывают прецеденты, когда корпоратив совсем небольшой и неожиданно все куда-то разъехались, и нужно отменить бронирование. Поэтому смотрим внимательно, какие условия по отмене бронирования. То есть будут ли там штрафы, неустойки, пени или какие-то иные санкции, и за какой срок нужно отменить, чтобы штраф был меньше, например. Все это в договоре обязательно указывается. Нужно посмотреть ваши обязательства при нанесении ущерба. Ну, корпоратив – дело тонкое, мало ли что-нибудь стукнули, что-нибудь повредили, обязательно тоже прайс приложить. Что же вы выплачиваете, если, например, нечаянно уронили какую-то колонку, а она вышла из строя? Может быть, можно обойтись ремонтом, это тоже нужно прописать. То есть прям подробно, какие штрафные санкции примерно хотя бы за дорогостоящее оборудование, которое передается вам в пользование на время корпоратива, нужно, чтобы прописали. На что еще обратить внимание? Конечно, на приложение. Самое главное, что?
Самое главное, это чтобы всех накормить, и стол был не только красивый, но и вкусный. А чтобы его содержание соответствовало вашим ожиданиям, нужно, чтобы в приложении прям прописали. Хотите красивую сервировку? В приложении прописываем, что нужна именно корзина фруктов, вот красиво засервированная. Хотите, чтобы мясные закуски как-то выложили? Тоже указываем, чтобы всегда знать, что же у вас будет на столе. Фотографии красивые, а если в договоре не прописано, то могут и просто фрукты предоставить и не так красиво выложить. Имейте в виду. Также не забываем, что на кондитерские изделия ресторации просят у нас сертификаты, что тоже, как правило, указывается в договоре. То есть заказали тортик, нужно, чтобы вам кондитер выдал соответствующие справки, что он ГОСТу соответствует, потому что чтобы ресторация не несла ответственность за его качество. Но вот это основные моменты, которые нужно учесть в договоре. Желаем вам, чтобы ваши корпоративы прошли успешно, настроение было прекрасным. Ну а в преддверии Нового года у всех у нас одна забота, кому что подарить. Лучший подарок — это, конечно, подарок, сделанный своими руками. Каким может быть такой подарок? Один из вариантов смотрите далее. Для начала мы будем работать с флористической пеной, потому что елка у нас живая, ей необходима влага. Нам нужно нарезать. Нам будет достаточно 2 кусочка. У нее есть специальные полоски. Пену необходимо замочить. Погружаем ее в воду, просто опускаем, она сама утонет. То есть топить ничего не надо? Ни в коем случае нельзя, иначе там будут воздушные пробки, и цветы не будут пить. Берем подставочку и берем наше кашпо. Это сумочка, она водонепроницаемая, поэтому мы можем достать нашу губку, убрать лишнюю воду, да, и смело поставить. Все, теперь мы используем нашу голубую ель. Здесь какие советы есть по уходу, возможно, по сохранению этой голубой ели? Потому что сейчас это очень модно, да, многие покупают, сами делают различные композиции. Здесь советы какие-то есть? Она очень любит влагу, то есть вы можете ее опрыскивать, можете ставить ее в воду, но если вы поставили ее в воду, значит, ей нужно очень много воды. Нужно за этим следить. Нам нужно будет отрезать лапки и зачищать стебель. Самая долгая работа – это именно зачистка. И эта работа еще в придачу самая грязная, потому что она покрыта смолой. То есть ручки. Да, и ручки, грязные. Да, у нас в конце декабря ручки черные, и они не отмываются. Так, лучше поэтому, может, перчаточки, да? Да, лучше перчатки. Подрезаем и устанавливаем. Устанавливаем. Лицевой стороной, красивой, вначале устанавливаем на сторону просматриваемую. То есть здесь у нас лицевая сторона. Дальше мы можем поставить уже в обратную сторону. Веточка примерно вот такая большая стоит сколько? Ветка, которую мы начали она была использовать, полная, да? она стоила 500 рублей. 500 рублей, то есть представляете, 500 рублей, и из этой ветки можно сделать, ну, как минимум 2 композиции настольные, да, вот примерно такого размера, поэтому очень даже демократичная цена, так сказать, да, несмотря на то, что это импорт, да? Да. Так, мы поставили нашу голубую ель, у нас есть еще разные виды хвойных растений. Они по стойкости, конечно, не такие стойкие, как ель, но тоже достаточно хорошо себя ведут. Это что? Это кипарис. Он пахнет тоже? Да, он пахнет. Ну, выглядит совершенно иначе, да, он более такой какой-то, как будто бы мягче, воздушнее и ярче. Сразу видно Мы добавляем цвет, да? его, он является изюминкой данной композиции. Также у нас есть туя. Туя? Туя, да. Это тоже разновидность хвойных растений. Туя она тоже очень ароматная. Она бывает разных оттенков. Она бывает иногда как кобра. 2-3 цвета. Интересно. И они вот такие более длинные, да, веточки? Да. То есть из композиции они так будут торчать, да? Для декора нам понадобятся наши украшения и клеевой пистолет.
Так, ну пока вот посмотрите, буквально 5 минут, и, собственно, композиция готова. Здесь и краски мы видим, красный цвет, он всегда выигрышный, да, золото есть, все как положено. И снежинки, и, значит, солдатики, шарики, и даже шишка есть. То есть все, что нужно на Новый год здесь. А теперь снег. Да. Снег бывает двух видов. Аэрозольный и сухой. Мы используем два. С помощью аэрозольного мы будем фиксировать сухой. То есть распределяем. И уже сухим мы посыпаем. Мы его используем как клей. Ну а мы переходим к другим новостям. Дисней создала программу для омоложения актеров. Состарить героев тоже можно. Авторы показали много примеров работы новой технологии. Программисты студии Дисней представили свою нейросеть. Она умеет за считанные секунды изменять возраст актеров на видео. Алгоритм называется Face Re-Aging Network. Ранее у монтажеров уходили часы, чтобы покадрово изменить внешность героев. Большую часть работы теперь будет выполнять программа. Также нейросеть поможет гримерам, чтобы те не тратили часы своей работы на точное воссоздание возраста. По словам Дисней, у компании были подобные разработки, но применять их в кино нельзя. Причем нейросети сильно искажают лицо. Качество мимики сильно страдает, а узнаваемость актера падает. Предыдущие версии были эффективны только при эстетических изображениях. Теперь же все изменилось. Дисней заявляет, что новая технология – первая в мире нейросеть для изменения внешности, которую можно полноценно использовать в большом кино. Авторы ожидают, что технология позволит сэкономить на съемках. Вот, к примеру, $200 миллионов только бюджета фильма «Ирландец» ушли на то, чтобы Аль Пачино и Роберт Де Ниро выглядели моложе. Сроки запуска нейросети в коммерцию пока не определены. А между тем психологи нашли способ укрепить память у пожилых людей. Это открытие позволит разработать новые методы терапии когнитивных нарушений. Группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology. Чтение развивает эпизодическую память, которая позволяет нам помнить, что происходило в предыдущих главах книг, и кратковременную память. В исследовании приняло участие 76 добровольцев в возрасте более 60 лет. Их разделили на две группы. Одним дали головоломки, другим книгу. В результате оказалось, что чтение гораздо эффективнее улучшает память, чем головоломки. Это открытие позволяет разработать новые методы терапии когнитивных нарушений. Ученые выяснили, сколько стаканов воды нужно пить в день. Все дело в индивидуальных особенностях организма. А точно неизвестно, откуда взялся миф о том, что человеку обязательно пить по 8 стаканов воды в день. Международная группа ученых решила провести эксперимент на 5600 людях из 26 стран мира и выяснить, сколько жидкости оптимально нужно каждому человеку. Исследование опубликовало в журнале Science. Ученые давали добровольцам 100 мл питьевой воды, помеченной не радиоактивным индикатором. Ученые выяснили, что ежедневное потребление воды сильно зависит от возраста, пола, уровня активности и климата. Наше исследование показывает, что нет универсальной рекомендации, потому и слова о том, что мы должны выпивать по 2 литра воды в день, не подкреплены объективными доказательствами, говорится в исследовании. Самый лучший оборот воды наблюдается у мужчин в возрасте 20-30 лет и женщин в возрасте 20-55 лет. И снижался после 40 лет у мужчин и после 65 лет у женщин. У новорожденных был самый высокий оборот по сравнению с другими участниками тестирования – около 28% ежедневно. В аналогичных условиях мужчины ежедневно потребляют примерно на пол-литра больше воды, чем женщины. У некоторых людей в исследовании был чрезвычайно высокий оборот воды. 13 женщин, спортсменки, беременные женщины и жительницы жарких стран потребляли более 7 литров в день. Среди участников мужского пола было 9 человек, употреблявших более 10 литров в день.
Ну а мы продолжаем и сейчас расскажем, как начать новую неделю в хорошем настроении. Для этого надо соблюдать лишь несколько правил этикета. Так как мы практически весь день проводим на работе, давайте узнаем, как вести себя так, чтобы не обидеть или не испортить настроение коллегам. Иногда даже неаккуратное движение или жест может испортить настроение собеседнику. Поддерживайте порядок на своем рабочем столе. Вам самому будет приятнее и удобнее работать, если бумаги и канцелярские принадлежности будут разложены по своим определенным местам, а не раскиданы в так называемом творческом беспорядке. Чистый и опрятный рабочий стол характеризует вас как организованного и ответственного сотрудника. Как бы вы ни были дружны со своими коллегами, всегда спрашивайте у них разрешение, прежде чем взять что-то с их стола, будь то карандаш, степлер, ручка или другая вещь. Если в процессе разговора вам нужно на что-то указать, делайте это рукой с ладонью, повернутой в сторону вашего собеседника, а не с помощью указательного пальца. Но лучше всего избегать подобных жестов, так как привлечение внимания к чему-либо с использованием указательного пальца расценивается как угроза и может вызвать у вашего собеседника негативную реакцию. Доброе утро, мы продолжаем. В столице региона завершается общереспубликанский фестиваль «Наше наследие», посвященный Году культурного наследия народов России, столетию образования Якутской ССР и Году Матери в Республике Саха-Якутия. Главной целью конкурса является формирование картины современного состояния народного художественного творчества Якутии для его дальнейшего сохранения, возрождения, развития нематериального культурного наследия во всем многообразии жанров и этнических особенностей. И о фестивале подробнее мы сегодня поговорим с Алексеем Захаровым. Это заведующий отделом народного творчества Республиканского дома творчества Якутии. Алексей, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Фестиваль у нас начался в марте, вы сказали, да? Да, вот почему вот так долго, да, и что конкретно, какая работа проделана? Ну, у нас, получается, сам год же немножко с опозданием объявили год культурного наследия. У нас, соответственно, положение разработали, утвердили, и, соответственно, работа у нас конкретно в марте началась. И, соответственно, с марта по апрель у нас первый этап у нас получился зональным, то есть внутри района проводился во всей республике. И, соответственно, второй этап у нас проводился по группам районов. То есть у нас была цель охватить всю республику. Получается, 36 районов разделили на 9 групп. Получилось, и от 3 до 6, соответственно, районов в каждой группе находилось, и это у нас, получается, с апреля по июнь работа длилась второго этапа, и третий у нас, соответственно, у нас будет в декабре. Ну, сколько всего участников было, да? По итогам первого этапа по всей республике у нас приняло участие около 10 тысяч участников, это, соответственно, коллективы и солисты, затем во втором этапе у нас получилось 1824. Соответственно, потом ожидается в третьем этапе ровно 333 человека. Ну вот в чем суть, да, и конкретно роль участия в данном фестивале, что конкретно делают? Ну, с целью сохранения и развития народного художественного творчества у нас по 5 основным направлениям, то есть это фольклор, вокал, хореография, декоративно-прикладное искусство и театральное направление. И, соответственно, декоративно-прикладное искусство у нас тоже делится под свои подкатегории. Там у нас, соответственно, плетение из конского волоса, из косторезного, по косторезному направлению, из дерева, по украшениям и по национальной одежде Якутии, и по дереве, получается, по художественной обработке из дерева. А какие-то новые направления появились в этом году? Конкретно сказать, у нас направлений есть именно по декоративно-прикладному искусству. Если посмотреть, очень много интересных работ. И, соответственно, можно прийти посмотреть, изучить. И можно подойти в Дом Дружбы народов. 19 у нас декабря конкурсная программа. Сегодня? Да, с 3 дня приглашаем всех зрителей, гостей, жителей нашего города Якутска. У нас получается конкурсная программа с 3 именно по декоративно-прикладному искусству. С 5 дня, с 17:00 у нас концертная программа. И завтра, 20 декабря, у нас гала-концерт. 18:00 Дом Дружбы народов. Пожалуйста.
И что нас ждет на концерте? Какие-то вот итоги будут или развлекательная программа? У нас, да, победители второго этапа, финалисты, соответственно, лучшие из лучших и всей республики. И у нас охват районов около 24, из 24 районов приедут, соответственно, и будут выступать по всем 5 направлениям, по фольклору, по вокалу, по хореографии, театрам. Лучшие номера, народные коллективы, самодеятельные коллективы. Нужно приходить смотреть. А вообще возрастная категория участников, это есть какая-то определенная или всех возрастов? От 18 лет у нас по положению. Ага. А большинство? Какой возрастной категории? 30 в среднем лет. От 30, от да? 30 лет, ага. Ну, получается, участники, жители наслегов и городских округов, получается, после работы, которые люди по своему желанию идут, это, соответственно, средний возраст, 30 лет у нас. Такой контингент. Алексей, спасибо большое. Давайте еще раз пригласим. Сегодня, да, есть последний день посмотреть, да, всех желающих гостей и жителей нашей столицы в Дом дружбы народов на выставочные показательные работы. И завтра на... Гала-концерт в 18:00, Дом дружбы народов. Спасибо большое. Отличного дня. Спасибо. Отличного завершения фестиваля. Спасибо. Ну а далее я передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости. Доброе утро. Правительство дополнительно направит на компенсацию платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей почти 8,5 миллиардов рублей. Речь идет о программе, которая помогает семьям, воспитывающим 3 и более детей, полностью или частично погасить ипотеку. Им доступны выплаты в размере 450 тысяч рублей, которые можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Программа распространяется на семьи, где 3-й ребенок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не влияет на решение о предоставлении поддержки. С сегодняшнего дня в столичных школах возвращаются к учебе среднее звено и 10 классы. Такое решение принято санитарно-эпидемической комиссией Якутска. Таким образом, у школьников с 1 по 8 и 10 классов возобновляется учебный процесс. Напомним, карантин в школах Якутска был введен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Нюрбе в картинной галерее Музея дружбы народов имени Ксенофонта Уткина торжественно открыли выставку народного мастера, кузнеца Ариана Афанасьева «Ариян Ус». Представлены уникальные работы, получившие признание не только в республике, но и за ее пределами. Это ножи, батыя и ножницы, кованые из руды священной местности Сата, а также ювелирные изделия из золота и серебра. Ариян Афанасьев происходит из рода кузнецов, начал свое кузнечное дело в 90-х годах. Вот уже несколько лет мастер совместно с музеем имени Варвары Петровой в селе Кангалас занимаются возрождением истории, культуры, самобытности кузнецов местности Сата. Обучают подрастающее поколение кузнечному делу. И в 2016 году они совместно с администрацией района, с нашим музеем и администрацией села Кангалас провели первую плавку из руды Сата. И был проведен районный конкурс. И в 2017 тоже. И вот ежегодно проводятся вот такие фестивали и конкурсы. И вот в этом году как раз в рамках этнофестиваля «Якутия миру» был самый такой грандиозный фестиваль внутри этнофестиваля. Был фестиваль кузнечного мастерства, на котором приехали с разных улусов, с разных концов нашей республики. И, естественно, всем этим был заводила этого, руководил, был сердцем вот этого всего мероприятия Ариан Васильевич. Спустя 2 года в Верхневилюйске провели улусный конкурс «Саха КВН». На участие приняли 11 новых команд. Традиционная визитка, биатлон и стем прошли по единой теме «Мои 100 шагов к победе». Жюри оценивало сценическую культуру, артистичность, музыкальность, владение языком и имидж команды. В будущем лучшие команды будут представлять свой улус в региональных и республиканских конкурсах. В КВН участвую уже который 3-й раз в улусном, а региональном 2 раза проходил. Наша команда состоит большинство из новичков, которых мы с руководителем вместе
подталкиваем, помогаем, работаем вместе с ними. Вот. КВН должен быть вот искренним, когда тебя люди из зала поддерживают, когда вот, тебя выкрикивают. Это уже вот настоящие эмоции, которые ты на сцене ощущаешь, это уже совсем другие эмоции, чем на зуме. Вот. На этом у нас все. Хорошего дня. Что ж, на этом завершается утро понедельника. Желаем, чтобы эта неделя для вас прошла максимально плодотворной, обязательно с хорошим настроением, пусть побольше позитивных, добрых новостей вас ждет на этой неделе. Ну а мы с вами увидимся завтра в 7 часов утра. Не забывайте включить телеканалы Якутия-24 и в повторе НВК Саха. Катерина Винокурова. До встречи. До завтра.